Батыр Батоевич, поздравляем с серебряной медалью первенства Европы. Расскажите, пожалуйста, где прошла подготовка чемпионата России, где проходили сборы и перед первенством Европы? Пожалуйста. Да, у нас, получается, в конце марта было первенство России, и по итогам первенства России Илья там занял 3-е место и попал в основную сборную команду России. И с того момента у нас плодотворно началась уже подготовка к первенству Европы. Первый этап у нас сборов проводили в Кабардино-Балкарии. Это в высокогорных условиях, где над уровнем 200-300 метров. Там колоссальный объем получили. Это получается с 1 марта по 18 марта, мая было. Это 18 дней в высоких условиях потренировались, потом приехали. И буквально через 10 дней, с 1 июля, начался у нас второй этап подготовки к первенству Европы. Это уже было в Москве. Там уже у нас ковровая работа пошла. Уже приближенно, схватки побольше. И с период с 14 по 18 в болгарском маленьком таком городе, в Самоков, уже проводилась сама и первенство Европы. И у нас на весовой категории 110 килограммов участвовало 20 спортсменов из 20 стран. Из каждой страны выступает по одному участнику. И у нас так интересно получилось. Первый день мы выходили на ковер, и первая схватка сразу вызвали Илью. Как бы мы там открывали первенство Европы. Это тоже колоссальная психологическая нагрузка для спортсмена. Это тем более такой первый старт такой международного уровня. И тем все старшие тренера подходят и говорят: давай, первая схватка, как ты отборешься? Остальные наши ребята за тобой. Вот это тоже ответственность чувствовалась. И у нас такая первая схватка вышли с венгром, венгерский борец. И такая напряженная схватка у них получилась. И в конце 5-3 да? в нашу пользу. Этот психологический барьер прошли. Все, потом после схватки Илья так сел. Я говорю: давай пойдем. Говорит: ой, я, говорит, не могу. У меня в головах все потемнело у меня. Это получается такой психологический барьер, можно сказать, был, наверное. Все тело окислилось. И все, дальше уже вторая схватка, уже продышался, восстановился, и дальше уже борьба уже пошло. Второй круг с немцем, 11-1, и за выход на с болгаром, больше поляком, 11, тоже 11-0, и вышли в финал. Ну, примерно такая борьба у нас получилась в Польше. Ну, получается, после первой схватки все уже задышал. Да. И пошло, да? Давай дальше, расскажи, как там дальше продышался, да? Чуть в обморок не упал, скорее всего. Я не мог дышать, там проблевался даже. То есть Когда на первую схватку выходил, вообще какое ощущение было? я не настроен. На первенстве вообще? Я не Европу настроен первый раз. вышел. На первую Когда схватку. ты выходишь на ковер, ты думаешь, ну, турнирчик какой-то. Когда ты сидишь на трибуне, и там своя атмосфера, и ты понимаешь, я там был, ну, не веришь в это. Ну, по-другому ощущалось, да? Да, на первенстве, по-другому ощущалось. когда выходил. А на вторую схватку, на третью схватку уже получше, наверное, было? Или как? Да, По получше ощущениям. уже было. И дальнейшие планы, куда и как сейчас вообще у вас идет дальше? По плану Так, подготовки. План юношеской сборной России пока такова. Сейчас на следующем месяце, в июле, сборная едет на первенство мира. Потом у нас в августе у нас намечаются всемирные игры. Это будет в Китае. И в сентябре у нас будет российско-китайские игры. Надо сейчас постоянно быть в сборной, в строю, постоянно в форме, чтобы в любой момент отдельные соревнования могут вызвать нас. Илья, что как дома, родители, как болели, как встречали? Мама с папой встретили, обрадовались сильно, медали. Ну, нормально. А ты в семье
Что, Я братья один. и сестры есть? Нет, я один в семье. Один в семье. Ты расскажи, как мама-то сайт нашла там, и мне бабушка. Бабушка. У меня бабушка, она тоже, следит за мной. Мгм. Дедушка и бабушка, тоже любят борьбу смотреть. Дедушки не стало. Бабушка тоже продолжает смотреть и радовалась сильно. Я когда приехал, позвонила, поздравила меня. Очень приятно было. Конечно, за внуком. Не, бабушка не Все радуются. бабушка не же, она сама на сайт вот эту ссылку нашла, А. включила и смотрела. Видишь? Сразу, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Министерство спорта нашей республики, и также Федерацию борьбы нашей республики и, конечно же, свою родную школу, где я работаю, Республиканская школа Олимпийского резерва, что нам всегда помогает, всегда идут нам навстречу. Также хочу поблагодарить своих друзей, которые поддерживают меня во всем. И благодаря в этой общей усилии можно потихоньку наши результаты начинаются. И еще также большое спасибо, большую благодарность хочу выразить Алексею Николаевичу Цыренову, который работает в Федерации борьбы России, тоже нам помогает, поддерживает нас. Спасибо.